На своих местах все окна и двери, смонтированы розетки и перегородки, а это значит только одно, говорят строители. Школа на 720 мест готова на все 95%. Сейчас идут мелкие отделочные работы: покраска стен, установка мебели и монтаж перил. Отопление, водоснабжение, канализация полностью связаны. Возводить школу начали еще в середине прошлого года. Просторные актовые, спортивные и читальные залы, столовая и 40 кабинетов. Согласно проектной документации, трехэтажное здание будет отвечать всем современным стандартам. Очень многое мы проделали. Вот этот спортзал уже готов у нас. У нас актовый зал готовый. У нас заканчивается пищеблок. Мы завезли оборудование. Готовы школы не только изнутри, но и снаружи. Прилегающую территорию облагородили, проложили тротуарную плитку, асфальт, организовали парковку. Важный вопрос. Малая детский садик даёт уже. Их юз. Должен там узвах же юрт жнаха ахтуд должен. Ержихими не тестие будет. Назрание будет кача будет. Не только развиваться умственно, но и физически. Во дворе школы площадка для занятий мини-футболом, баскетболом и теннисом. В сельском поселении численностью более 15 тысяч человек, 4 школы. Это станет 5-й и поможет снизить нагрузку на остальные. Ну а пока во второй Плиевской в тесноте, да не в обиде. Школа у нас небольшая, рассчитана школа на 320 мест. Обучается в ней на данный момент 967 учащихся. И мы в этом году просто вынуждены были перейти в 3 смены обучения. Конечно, не хватает посадочных мест в школе. То есть в одном кабинете это занимаются уже у нас по 3 класса. К тому, что последний урок теперь будет заканчиваться только в 9 вечера, ни педагоги, ни школьники оказались не готовы. Но с мыслью, что придется подождать, смирились. Тем более, что ожидание окупится с лихвой, считает и Хава Котеева. Открытие новой школы ждет с нетерпением. В старой школе немного тесновато. Думаю, в новой школе будет много места. И всем будет удобно. В переполненной школе учащиеся будут находиться еще как минимум 2 месяца. Строители обещают сдать объект уже в декабре. А это значит, что новая четверть у ребят начнется в стенах нового здания. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.